Черное озеро, Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Совершают побег, а вернее канают из мест не столь отдаленных около сотни человек в год. Побегушники, как их называют, изначально обрекают себя на нелегальное положение и не могут получить официальную регистрацию места жительства или постоянное место работы. Беглецы, как правило, продолжают свой преступный промысел. В конце лета 2001 года в Казань приехали жители соседней с Татарстаном республики Чувашии Алексей Алипов и Сергей Кощеев. Цель их визита была проста – купить подешевле подержанную машину, чтобы впоследствии подороже продать ее у себя в республике. Перекупщики направились на поиски подходящего автомобиля, после чего их никто не видел. 31 августа 2001 года Кощеев позвонил супруге и сообщил, что они собираются приобрести автомобиль ВАЗ-2104 за 40 тысяч рублей. 1 сентября Алипов позвонил по телефону казанским родственникам, у которых они останавливались, и попросил отдать их сумку рыжему парню. 6 сентября от Кощеева из города Сернур Республики Мариэл пришла телеграмма: «Ненадолго задерживаюсь. Скоро буду дома. Целую. Сергей». Наталья Кощеева была, мягко говоря, удивлена красивым стилем письма своего малограмотного мужа. Из Алатыря следственно-оперативная группа направилась в город Сернур, где изъяла первый экземпляр телеграммы. Но оператор не смог описать человека, ее отправившего. Круг замкнулся, и казалось, что выхода из него не было. При написании этого документа ощущается определенное волнение по отдельным буквам. Попытки изменить почерк отсутствует. Так что сравнительно не такая уж трудная экспертиза. Чувствуется, что он немного волновался, даже, может быть, много волновался, но не задумывался о том, что эта телеграмма попадет в мои руки. Почерк очень ветская улика. И в огромном количестве случаев с помощью почерка удавалось выйти на автора, в большинстве случаев преступника. Во время беседы с супругой Кощеева выяснилась одна деталь, кажущаяся на первый взгляд малозначительной. Оказалось, что Кощеев действительно звонил домой не с телефона казанских родственников Алипова, а с какого-то неизвестного абонента. Для получения разрешения и выборки входящих и исходящих звонков нужного абонента в телефонной компании требовалось время. В этот момент во все отделения милиции России пришла ориентировка о розыске 28-летнего рецидивиста Николая Долотова, отбывавшего в колонии Кировской области 8-летний срок за совершение разбоя и совершившего дерзкий побег. Особая примета: у Николая Долотова рыжий цвет волос. Следователь предъявил фотографию Николая Долотова казанскому родственнику Алипова, который сразу же опознал в нем того самого рыжего парня, приходившего к нему домой за сумками пропавших. В то же время сыщики понимали, что принять меры к задержанию рыжего вот так сразу, спонтанно, нельзя. Можно вспугнуть, или вдруг он выдвинет алиби. К сожалению, пока вопросов было больше, чем ответов. Для задержания Долотова требовалась серьезная подготовка. По обстоятельствам дела стало нам понятно, что звонок жене Кощеева был сделан не с родственника Алипова, а с какого-то другого телефона. Технические возможности тогда были скудны, но, несмотря на это, мы запросили из Таттелекома информацию о возможном междугородном звонке. Нам пришел ответ, что звонок был сделан от Морозовой.
в ходе проведенных мероприятий удалось установить, что Морозова – это сожительница Долотова. Было установлено наблюдение, проверяли знакомые, было установлено, что Долотов поддерживал отношения с неким Файзрахманом, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане и имел боевой опыт. После этого начали проверять Файзрахманова. Оказалось, что звонок родственникам Алипова с требованием передать сумку некому Рыжему был сделан из городского телефона Файзрахманова. Таким образом, мы определили круг основных участников. Это был Долотов и Файзрахманов. Оперативные сотрудники выехали по месту жительства Морозовой для проведения разведопроса. Под видом работников коммунальных служб пообщались с жильцами и установили, что Долотов скрывается здесь, передвигается по Казани на автомобиле ВАЗ-2109. Машину он паркует у дома. За квартирой Морозовой установили постоянное наблюдение. Глубокой ночью Долотов объявился, но задержание решили отложить до утра, дабы не спугнуть остальных. 26 февраля 2002 года, после ухода из квартиры Надежды Морозовой, туда направилась группа задержания. На звонок никто не открыл. Долотова предупредили, что при сопротивлении будет открыт огонь на поражение. Побегушник открыл дверь. Во время обыска стало известно, что Долотов что-то сжег. Эту тайну так и не удалось раскрыть. Что там было, мы не знаем. Полагаем, что эти были тоже документы на похищенные автомобили, но, к сожалению, это осталось загадкой. Долотову разъяснили, что он понесет суровое наказание и спасет его лишь активная помощь следствию. На удивление сыщиков, рецидивист предложение принял и стал подробно рассказывать об обстоятельствах убийства Алипова и Кощеева, совершенного им, его родным братом Дмитрием, а также Наилем Файзрахмановым и Фанилем Кадыровым. Совершив побег из мест лишения свободы, Долотов сначала приехал в свой родной город Набережные Челны. Но учитывая, что он находится в федеральном розыске, оставаться там было опасно. Поэтому Долотов вместе с Фанилем Кадыровым, которого знал еще по совместной отсидке, приехал в Казань с целью начать новую жизнь. Там их встретил Наиль Файзрахманов. Общие интересы, а именно желание разбогатеть преступным путем, тесно их объединили. Поначалу друзья Файзрахманова задержали в тот же день, что и Николая Долотова. Впоследствии были задержаны и остальные члены преступной группы. Долотов-старший был очень таким общительным, интересным человеком, хотя он половину жизни провел в местах лишения свободы, но определенным кругозором обладал. Например, мне было интересно, каким образом машины угоняют. Он с удовольствием это рассказывал. И вот, когда это все рассказывал, он мне предложил наспор. Он говорил: давайте покажите мне возле отдела милиции любую машину, я его угоняю. А взамен позвольте мне сходить в душ или домой и тому подобное. Но все-таки, конечно, нам это было очень интересно, но было рискованно позволять ему это делать, потому что боялись, что он сбежит. Наиль Файзрахманов, напротив, был человеком грубым и скрытным. После общения с ним у сыщиков сложилось впечатление, что для Файзрахманова убийство человека было равносильно удару по мухе мухобойкой. Долотов-старший рассказал, что познакомился с Алиповым и Кощеевым на Казанском авторынке. Ко мне подошли двое мужиков
попросили продать свою машину. Ну, я им отказал, но сказал, что помогу найти им машину по дешевке. Николай предложил им купить четверку у Файзрахманова. Покупателей заманили в гаражный кооператив. Обыскав Алипова и Кощеева, нападавшие не нашли у них денег. Тогда под угрозой револьвера Алексей Алипов был вынужден позвонить своим казанским родственникам, у которых оставили деньги и вещи. При этом Алипов уже понимал, что их с Сергеем жизни продлятся лишь до того момента, пока преступники не получат деньги. Поэтому он решил схитрить и попросил родственников отдать Рыжему только одну из двух сумок. Именно ту сумку, в которой не было денег. Позвонил мне, открыла дверь девушка. Я сказал, что я от Сергея. И сказал, что мне надо забрать сумку. Я забрал сумку, вернулся в гараж. Сергей Кощеев и Алексей Алипов изо всех сил надеялись, что родственники заподозрят неладное и смогут им помочь. Вернувшись в гараж, Долотов с подельниками вывернул ее наизнанку, но денег не нашел. Всю свою ярость он выместил на пленниках, которым уже ничего не оставалось, как смириться со своей участью и еще раз позвонить родственникам. Родственники Алипова отдали Николаю Долотову вторую сумку, в которой лежали 50 тысяч рублей и $1700 США. Что чувствует человек, когда его везут в багажнике в неизвестном направлении? О чем думает, когда на глазах расстреливают его друга и наступает его очередь? Когда завладели их деньгами, их вывезли в лес, где поочередно выстрелом из самодельного оружия, которое было изготовлено самим Файзрахмановым, они его застрелили и закопали. Впоследствии Файзрахманов съездил в город, застрелил еще 2 собак и положил их на могилу, чтобы грибники, как говорил Долотов, не нашли могил по запаху. Вот чего их положили в яму и закопали. Потом сели в машину мы, по машинам, наняли свою, я свою. Поехали опять в гараж. В гараже мы разделили деньги и разъехались по домам. Однако, несмотря на подробные показания Николая Долотова, у следствия не было трупов предполагаемых потерпевших. Все остальные улики совершенных убийств были косвенными и не имели большого доказательного значения. На предложение подтвердить свои показания на месте происшествия Николай Долотов ответил утвердительно и точно указал место захоронения трупов в лесопосадке одного из районов Казани. В ходе судебно-медицинского исследования из трупов были извлечены пули калибра 5,6 мм. Оставалось найти само орудие преступления. Следователь прокуратуры и оперативники уголовного розыска подолгу беседовали с Николаем Долотовым, пытаясь каждый раз получить что-то полезное для следствия. Во время одного из таких разговоров Долотов вдруг вспомнил о том, что несколько раз подъезжал с Файзрахмановым к какому-то дому в поселке Дербышки. Машину Файзрахманов парковал, не доезжая до дома, несколько десятков метров, и минут через 5 всегда возвращался с оружием, самодельным револьвером. Назвать адрес этого дома Николай Долотов не мог, но обещал показать его. Было известно, что оружие изготовил Файзрахманов. Это оружие использовалось при совершении преступлений. Путем логических рассуждений мы пришли к выводу, что более вероятно оружие может храниться в подвале, потому что была версия, что оружие хранится у кого-то у знакомых, но со слов Долотова они подъезжали на машине к определенному месту, после этого Файзрахманов удалялся, через 5 минут возвращался с оружием.
То есть каждый раз одно и то же время. Это наталкивало на мысль, что если оружие хранится у кого-то из знакомых, его, во-первых, может не оказаться дома, во-вторых, может оказаться гости и тому подобное. Надо, то есть пообщаться и так далее. Это заняло бы более продолжительное время. Пришли к выводу, что это более вероятно находится в подвале. А при обыске у Файзрахманова сотрудникам милиции были изъяты масса ключей. Где-то около 30 или более 30 штук. Различные ключи. Но решили эту версию проверить. Выехали, значит, предположительно к дому, где может храниться оружие. То есть поставили машину на то место, отчитали примерно расстояние, время и тому подобное. И один из речных ключей подошел к замку от самого подвала. Начали с утра, к вечеру безуспешно мы эту работу закончили. На выходе начали заново анализировать, где же было бы удобнее иметь такое место, в которое можно было зайти, пройти и не запутаться. И обратили внимание на маленький коридор из 4 помещений прямо со входа. И начали проверять эти замки. И в один момент у нас один ключ совпал с замком, помещение открылось. В помещении был бардак. Интуитивно чувствовал, что оружие там. Начали искать, соответственно, патроны, оружие и накладные стволы к этим револьверам самодельным. Мы все обнаружили. Впоследствии эти оружия были признаны боевыми, и вот Алипов, Кощеев были убиты именно из этого оружия. Представьте себе удивление упорно молчавшего и отрицавшего свою вину в убийствах Файзрахманова, когда ему сообщили о находках и предъявили заключение экспертизы. Преступник и предположить не мог, что найдут тайник, о котором знал только он. Свою причастность к убийству Алипова и Кощеева Файзрахманов признавать не желал. Все выдвигал разные версии, менял защитников, даже дошел до того, что начал писать жалобы на своих адвокатов, утверждая, что по их вине он вынужден врать, выдвигая различные алиби. Один из подсудимых на тот момент создал алиби, что вот в этот день, во-первых, представили табель учета работы, якобы он работал охранником, якобы он был на работе. Но этот довод был опровергнут, поскольку допросили и охранников, и руководителя этой службы охраны. Они сказали, что вполне вероятно, то есть вполне возможно, что он мог уйти. И с учетом тех показаний, что он там находился, вот на месте преступления, мы как раз это опровергли. При обыске по месту жительства Николая Долотова был обнаружен заполненный бланк доверенности на автомобиль, который находился в розыске в связи с исчезновением его владельца, Алика Киракосяна. Николай Долотов сначала отпирался, выдвигая различные версии исчезновения Киракосяна. Но факты есть факты. Не все он смог объяснить и был вынужден рассказать о совершении и этого убийства. В деле появился еще один фигурант – Наиль Мингалиев. Как выяснило следствие, это был заказчик убийства Киракосяна. Они были конкурентами. Именно он пригласил Алика на встречу. Алик Киракосян задолжал и решил расплатиться пистолетом Макарова. Не очень удачный обмен оказался. Долотову достался и пистолет, и автомобиль, а Алику только 6 грамм свинца. Для следствия так и осталось загадкой, как же Долотов смог продать автомобиль Киракосяна, находящийся в розыске, притом еще и по поддельной доверенности. Стало известно, что Мингалиев примелькался в связи с причастностью к торговле оружием. Сыщики стали готовить операцию по задержанию торговца в момент реализации. Ситуация осложнялась тем, что Мингалиев никогда не продавал оружие посторонним, а знакомые вряд ли согласились бы им помочь. Все же оперативники нашли подходящую кандидатуру. Но тут их ожидал полный провал. Покупатель, хотя и пошел им навстречу, но в последнюю минуту тайно предупредил Мингалиева, а сам бесследно скрылся. «23 апреля 2002 года Мингалиев с женой ехали на автомобиле АК.
В этот момент от группы наблюдения поступил сигнал. Возможно, Мингалеев встречался с другим покупателем, и у него в машине имеется оружие. При досмотре машины торговца была обнаружена упаковка с новыми патронами к пистолету Макарова. Если об этом говорить, как будто это произошло вчера, оно на сознание-то бьет ведь довольно сильно. Потом один из них убежал уже из колонии, уже был судим, причем за тяжкое преступление. Разгуливает, сорганизовывает, люди вооружены. Потом сами обстоятельства похищают этих людей, 2 человека убиты. То есть вот они обстоятельства, они вот так вот на сознании судьи накапливаются, и потом судья уже решает, что вот с учетом вот этих обстоятельств, если, конечно, надо ведь все обосновать, не просто так, что вот я считаю, что это, в общем, судейская мудрость, что называется. На последнем этапе расследования сыщикам удалось раскопать еще одно преступление задержанной группы. Поздним вечером Долотов-младший и Фаниль Кадыров обратили внимание на припаркованную на обочине дороги автомашину с запотевшими стеклами. Неожиданно распахнув двери машины с обеих сторон, подельники вытащили из нее мужчину и женщину, после чего спокойно сели в салон и скрылись с места преступления. В милиции хозяин автомашины, дабы не разглашать интимных подробностей своего ночного вояжа, заявил, что не сможет узнать нападавших в лицо и даже не придет на суд. По окончании расследования перед судом предстали Николай и Дмитрий Долотовы, Наиль Файзрахманов и Наиль Мингалеев. У подсудимых нашлось немало обстоятельств, смягчающих вину. Все бандиты растили малолетних детей, а Наиль Файзрахманов даже получил правительственные награды в Афганистане. Создали еще какое алиби? Дали телеграмму туда, по месту жительства, потерпевших, что у меня все хорошо. Жены потерпевших, когда встревожились, они поехали туда, на почте взяли этот бланк, почерк был не тот. В общем, после этого вот они тут пошли. То есть люди создавали себе вот эти вот алиби, которые, ну, если бы это не проверить, то были бы сомнения. Наиля Файзрахманова и Николая Долотова суд признал опасными рецидивистами. При этом снял обвинение в убийстве и переквалифицировал эпизод с убийством Киракосяна на убийство по неосторожности. Долотов-старший был приговорен Верховным судом Татарстана к 25 годам лишения свободы в колонии особого режима с конфискацией имущества. Помимо этого, его признали виновным в побеге из колонии и добавили прежний срок. Его брата суд приговорил к 5 годам лишения свободы. Наиль Файзрахманов получил 15 лет, а Мингалеев – 2 года. Осужденным также предстоит оплачивать многочисленные иски родственников потерпевших по возмещению морального и материального вреда. После оглашения приговора Долотов-старший оптимистично заявил: «Я и оттуда убегу». Позже был задержан и находящийся в федеральном розыске последний участник преступной группы Фаниль Кадыров. Каждая дистанция имеет свой финиш.